ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, иншаллах, наша новая тема из сборников хадисов пророка саллаллаху алейхи вассалям. Призыв посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы оставляли своим детям красивые исламские имена. Чтобы мы для своих детей выбирали самые лучшие имена, почтенные имена, имена пророков, имена больших сподвижников. Но чтобы мы, откуда попало, неизвестно, значит, откуда взялось разных телесериалов, с кино, значит, людей, не имеющих никакого отношения к исламу, и к Корану, и к хадису, и к мусульманам, непонятные имена, не имея непонятными смыслами, чтобы мы такие имена своим детям не оставляли. Если хоть даже оставили, надо эти имена менять. Приходят, значит, люди делать махар, попадаются имена Изаура, там другие, третьи. Кроме Изаура, зачем Изаура должен оставлять мусульманин своей дочери, когда есть имя почтенной Хадиджи, рахмаху, радиаллаху анха, когда есть имя почтенной Фатима, Аиша, почтенные женщины, которые благословили ислам. Поэтому мусульманин должен ценить свои ценности и, значит, выбирать для своих детей самые лучшие, почтенные и достойные имена. Чтобы не было стыдно перед Аллахом, когда человека Аллах будет вызывать его именем, если имя мусульманина будет некрасивым, ему будет не по себе на арасате, когда все люди будут слушать его имя, когда его Аллах будет вызывать на хисаб суал. Поэтому надо оставлять красивые имена. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит: воистину завтра, судный день, вы будете вызваны Аллахом на хисаб суал вашими именами и именами ваших родителей. О такой-то сын такого-то, о такая-то дочь такого-то. Вот так говорит, вашими именами ваших родителей, говорит, Аллах будет вас вызывать. И поэтому вы оставляете красивые имена, говорил посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Самые почтенные, любимые имена возле Аллаха, когда человек называет, значит, когда человек оставляет имя Абдуллах или же Абдур-Рахман. Это самые любимые имена Аллаха. Раб Абдуллах, раб Аллаха. Абдур-Рахман, раб милостливого Аллаха. Поэтому эти имена являются самыми любимыми именами возле Аллаха. وعن أبي وهب الجشامي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, он ведь сказал: вы оставляете имена пророков, называйтесь
называйтесь и оставляйте имена вашим детям, и, значит, их называйте именами пророков. И самое любимое имя возле Аллаха. Какое вы думаете имя? Альберто? Луис Карлос? Самое любимое имя возле Аллаха Абдуллах, Абдур-Рахман. Когда мы сказали, что оставляйте имена пророков, туда входит имя нашего пророка, алейхиссалату вассалам, Мухаммад. И чтобы человек назвал своих детей именем Мухаммада, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в этом имени есть отдельное превосходство, отдельный дараджат, и много хадисов есть по поводу превосходства, когда человек называет своего ребенка именем нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, именем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Безусловно, это почтенное имя, лучшее имя, и есть отдельные хадисы. Но, значит, вместе с этим, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, называйте своих детей именами пророков. Мы знаем, много есть имен пророков, которых мы называем своих детей. Пророк, например, Ибрахим, алейхиссалам, его именем называют Ибрахим. Пророк Муса, пророк Иса, пророк Юсуф, пророк Юнус. Это все имена пророков. Поэтому много имен, которых мы называем своих детей этими именами, имена пророков. Некоторых называем мы именами ангелов. Но самое любимое имя, говорит, возле Аллаха, чтобы человек приписывал себя рабом к Аллаху и сказал Абдуллах, раб Аллаха. Абдур-Рахман, раб Аллаха, тоже Абдур-Рахман, но милостивого Аллаха. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي رواه مسلم. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самые любимые слова возле Аллаха 4 слова. Слова, которых любит Аллах, слышит от своих рабов. 4 слова. Первое — Субханаллах. Второе — Альхамдулиллах. Третье — Ла иляха илляллах. Четвертое — Аллаху Акбар. Когда человек, раб Аллаха, произносит эти слова являются самыми любимыми словами возле Аллаха, субханаху ва та'аля. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, и вы не называйте слово «гулям», можно использовать относительно рабов, и можно относительно, значит, сыновей, тоже иногда называют детей гулямами. Вы не называйте, значит, детей, скажем, да, не называйте их именами Рабах. Рабах — это как бы ясар, это как бы богатый человек, достаточный человек, ясар. Рабах — прибыльный, наджих — успешный, афлах — наисчастливый. Вот такими именами не называйте. Потому что тебе, значит, спросят, разве он не является таковым? Ты, говорит, скажешь нет. А почему же тогда назвали его такими именами? Ты его назвал наисамый счастливый, если он не является таковым, получается, ты его назвал таким именем, которым он, значит, не является таковым. Ты его назвал наисамый прибыльный или наисамый состоятельный, и он не является таковым. Поэтому вот такие имена, говорит, вы не называйтесь, говорил пророк, алейхиссалату вассалам. И мы знаем, что также из порицаемых имен, которым нежелательно называть детей, приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалам, от Аби Хурайрата, ради Аллаху анху, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалам قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. Воистину самое, значит, отвратительное, самое худшее имя, которым человек назвал самого себя, это Маликуль Амляк или Маликуль Мулюк, царь царей. Чтобы человек сам себя назвал царь царей.
Царь царей, он кто? Аллах Азза ва Джалля. Все правители, все над всеми правителями, царями, кто самый старший, самый величественный царь? Аллах Азза ва Джалля. Поэтому это имя не подобает, чтобы человек назывался таким именем, называл себя царь царей. Это самое противное имя, которое может человек назвать самому себе. На этом, дорогие мои братья,